Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». Коротко о главном. В Симферополе планируют открыть 2 новых рынка – автомобильный и продуктовый. Это как раз то, что надо для Крыма похавать и свалить. Крымская полиция будет проверять все машины с дровами. И это не шутки, потому что Сергей Аксенов заявил, необходимо навести порядок в схеме доставки дров населению, чтобы цена машины составляла 7,5 тысяч рублей, а не 30 тысяч, как сейчас. МВД поручено задерживать все транспортные средства, которые перевозят дрова, и определять их источник. Как утверждают эксперты, в результате этих проверок цена на дрова может подняться до 100 тысяч рублей. Видимо, вдохновленный темой дров, так называемый крымский глава продолжает жечь. Следующая новость. Сергей Аксенов запретил праздновать Хэллоуин в учебных заведениях. Благодаря этой новости в Голливуде уже снимается новый блокбастер «Гоблин против нечисти». Да, если честно, после всех событий крымчан Хэллоуином уже не напугаешь. Не переключайтесь. В прошлой программе мы шокировали зрителей новостью о том, что в Крыму появился новый святой. Им стал так называемый крымский глава парламента Владимир Константинов, который планирует отказаться от зарплаты, но вынужден заявить: друзья, мы недооценили Владимира. Он не остановился на достигнутом и теперь планирует отказаться, внимание, от командировочных. Поговаривают, что именно это событие послужило толчком к тому, что камень из Херсонеса лег в основу храма святому Владимиру. Теперь мы точно знаем, какому именно Владимиру будет посвящен этот храм. А также давайте посмотрим, как отреагировали крымчане на заявление Константинова об отказе от зарплаты и командировочных. Это не человек! Это же ангел! Вот такой он, Владимир Константинов. Но Крым не был бы российским, если бы это были все чудеса, которые в нем происходят. В честь праздника народного единства жителям города Керчь подарили, что бы вы думали? Мост? Нет. Идеальную трассу Керчь-Симферополь? Отнюдь. Может быть, высокие зарплаты и снова мимо. Им подарили то, что сейчас крайне, я бы даже сказал, жизненно необходимо. Им подарили огромный портрет Владимира Владимировича Путина. У нас даже есть видео, как керчанам дарили этот огромный портретище Путина. Керчане, как же мы вам завидуем. По сообщениям крымских СМИ, в Крыму набирает популярность новый флешмоб под названием «Здесь хорошо». Якобы жители полуострова массово выкладывают в интернет фотографии Крыма с хэштегом «Здесь хорошо». Мы решили присоединиться к этой акции и представляем свои фото на этот конкурс. Надеемся, что если эти фотографии не попадут в конкурсную программу, то хотя бы осуществятся. Ну что ж, друзья, а теперь давайте поговорим о гражданской блокаде Крыма. У нас появилось интервью эксперта по этому вопросу. La sal que te echa a la playa no es lo de Semana Santa que los naranjos. Y Risita coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate, a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era a las 2 de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dijo, las tiré, le puse un palo. Dice, llego a la cocina, eran las 2:30 de la noche. Risita, ¿qué has, la has hecho?
allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vayas a recoger las paelleras. Y me acuesto en ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la 20 paelleras. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús, hay que hacer ahora con los 2 sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! Y ya no trabajé más la cocina. Ya aburrí sin la cocina. ¡Ay! 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 Ну что ж, и в завершении, уже по традиции, мы представляем вам новые способы переправы через Керченский пролив. И этот ролик прислал нам российский патриарх Кирилл. Давайте посмотрим. Это была информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». Хороших вам новостей. До свидания.